утро! Просыпайтесь и встречайте это утро с нами на телеканале Якутия-24 и НВК Саха. Несмотря на то, что за окном у нас сегодня густой смог, мы желаем вам, чтобы ваше утро было ярким, насыщенным, позитивным и чтобы этот день прошел именно в таком же темпе. Сегодня это утро встречаю с вами я, Дарья Анкехова, и давайте я вам немножечко проанонсирую, чем же будет сегодня полезен наш эфир. Сегодня мы узнаем, как и чем мы можем помочь добровольцам, которые сегодня работают в тушении лесных пожаров. Как выпустили в Ладожском озере спасенных кольчатых нерпят. Также мы узнаем, какие игры популярны у айхальских ребятишек этим летом. Обязательно узнаем, какие новые специальности появились в Жатайском техникуме. И, конечно же, еще одна очень интересная новость. Мы познакомились с молодым графическим дизайнером. А вот как она решила помочь Якутии в борьбе с тушением лесных пожаров, мы узнаем тоже сегодня в эфире. Ну а начнем мы, как всегда, с погоды. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 18 градусов. В заречной группе улусов 18-12 градусов тепла. В южных районах 13 градусов со знаком плюс. В Вилюйской группе 13-10 выше 0. В нижних Ленских районах 18-10. В западных районах 13-9 градусов со знаком плюс. В Колымо-Индигирской группе улусов 14-6 тепла. В Янских районах 12-9 градусов. На северо-западе 10-7 градусов со знаком плюс. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 16 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Ветер штиль. Сегодня днем преимущественно без осадков. Дым. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 28 градусов. Ну и самое время узнать, какие же новости сегодня самые актуальные и, самое главное, достоверные. Доброе утро, Якутия! Вашему вниманию последние новости к этому часу. 12 жителей Хангаласского района претендуют на грант «Агростартап». Напомним, «Агростартап» – одна из мер господдержки в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Грант предусмотрен для тех, кто только начинает свое дело в сельском хозяйстве. Будущие агробизнесмены могут получить до 6 миллионов рублей на создание или развитие своего хозяйства или предприятия. В прошлом году от Хангаласского района было направлено 10 заявок, из которых конкурсный отбор прошли 2 бизнес-проекта по направлениям скотоводства и пчеловодства. С нашего Хангаласского улуса подали всего заявок 12 человек. Из них 2 гранта – это у нас растениеводство, разведение крупного рогатого скота – 4 гранта и разведение лошадей – это у нас 6 человек всего. Пожилые люди, пострадавшие во время лесного пожара в селе Бяскель Горного района, проходят курс реабилитации в Республиканском центре инвалидов и ветеранов в Якутске. В учреждении сообщили, что там находится 7 человек и едет еще одна группа. Медики сообщают, что в первую очередь пожилые пациенты получают психологическую помощь. В последующем, в зависимости от состояния здоровья, пациентам прописывают различные процедуры – от дыхательной гимнастики до соляной комнаты. Первая и пока единственная умная скамейка установлена в городском парке Ленска. На ней есть зарядное устройство, которое работает от солнечной батареи. Специальная панель антивандальная и имеет защиту от осадков. Такой креативный подарок в качестве спонсорской помощи преподнес ленчанин Сергей Геращенко. Он многие годы занимается производством мебели и решил сделать что-то полезное для земляков. В вечернее время новый мини-арт-объект освещается подсветкой, которая включается автоматически с наступлением сумерек. Умную скамейку сразу же опробовали горожане, любители прогулок по парку. Впервые за 40 лет своей жизни взял в руки сварочный аппарат.
То есть, ну, в итоге вы видите, что получилось. Захотелось сделать что-то необычное для всех жителей нашего города. Ну, так называемую умную скамейку, ну, в которой имеется беспроводная зарядка, проводная зарядка. Кто-то помогал, то есть советом, своим личным опытом делился, как правильно приварить, покрасить, ну, соединить схему. Очень хорошо, что в нашем городе появилась такая лавочка. В нашем городе это Редкость Да. в общественном месте, Первая где можно лавочка. зарядить телефоны. Всегда поможет, выручит. очень удобно, если во время прогулки сядет телефон. К этому часу пока вся информация. Хорошего дня. Благодарим вас, Надежда. Ну а мы продолжаем. Если кто-то из ваших знакомых постоянно жалуется на то, что он не может проснуться и встать с своей кровати, он, скорее всего, просто не делает утреннюю зарядку. И для этого посоветуйте ему каждое утро включать нашу программу, ведь ежедневно наши тренера стараются и подсказывают вам, как правильно делать физические упражнения. И сегодня Александра Васильева поделится комплексом упражнений, который полезен будет не только для взрослых, но и для детей. Доброе утро, друзья! Меня зовут Александра, и я фитнес-тренер клуба «Стафит». Сегодня у нас будет зарядка с моими помощницами. Ну что, поехали? Начинаем сверху, идем и идем к низу. Девочки, начали. Повороты. 2, 3, 4, 5. Крутим. 1, 2, 3, 4, 5. Плечевой сустав вперед. 1, 2, 3, 4, 5. Назад. 1, 2, 3, 4, 5. Локтевой вперед. 1, 2, 3, 4, 5. Назад. 1, 2, 3, 4, 5. Кистью лучевой. 1, 2, 3, 4, 5. Обратно. 1, 2, 3, 4, 5. Таз крутим. 1, 2, 3, 4, 5. В обратную сторону. 1, 2, 3, 4, 5. Коленки, коленный сустав. 1, 2, 3, 4, 5. В обратную сторону. 1, 2, 3, 4, 5. Ножки. 1, 2, 3, 4, 5. Другая сторона. 1, 2, 3, 4, 5. Все. Упражнение 1. Девочки, змейка, ручки, ножки. Второй раз. Полностью ложимся. Ноги к рукам. Правильно, встали. Еще раз. Последний подход. Полностью легли. И встали. Упражнение номер 2. Девочки, медведь. Ходьба на руках и ногах полностью. Передвигаемся. Следующее упражнение называется Супермен. Давайте, поехали, девочки. 1, 2. В этом упражнении обязательно ноги и руки у нас должны быть прямыми. 3, 4, 5. Все, закончили. Следующее упражнение у нас приседания в паре. Ноги на ширине плеч. Отводим таз назад. Девочки, 1. Поехали. Поддерживаем друг друга, держась за руки. Да. 2. Спинка прямая. 3. 4. И последнее 5. Все, закончили. Следующее упражнение у нас выпад назад. Держимся за ручки, да. Поддерживаем друг друга и начали. Отводим ножку. 1, 2. Ножки крест-накрест. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, молодцы, закончили. Следующее упражнение называется стульчик. Имитация, как вы сидите на стуле. Девочки, присели, пожалуйста.
ножки вместе. И в таком положении сидим 30 секунд. И на этом мы сегодня закончили. И всем отличного дня! Замечательная позитивная зарядка. Ну а так, кто точно делает зарядку, так это дети в детских лагерях отдыха. Действительно, вспоминая свои школьные годы, я отлично запомнила, как нас будили наши вожатые и прям вели на ту самую обязательную зарядку. Конечно, не хотелось, конечно, хотелось спать, но мы ее делали. Так вот, 320 детей в этом году отдохнули в айхальских детских лагерях отдыха. Дети посещали различные экскурсии, мероприятия и, конечно же, вкусно питались. Вот чем запомнилось это лето для многих айхальских детишек. Ну а как же прошла эта смена, расскажет нам Оксана Мезенцева. На спортивной площадке многолюдно воспитанники предшкольного лагеря соревнуются в силе и ловкости. Погода хорошая, ветер почти развеял едкий дым от лесных пожаров. Самое время для подвижных игр на улице. Спортивные мероприятия в лагере – обязательный пункт программы досуга. Для ребят проводят и физкульт-минутки, и утренние зарядки. Мне в лагере нравятся такие занятия, где вот спортивно, потому что там надо бегать, прыгать, вот это двигаться. Интересно все. Если на улице плохая погода, не беда. Найдется развлечение и в помещении. Можно поиграть в настольные игры, выбор большой. Здесь и игры с кубиком и фишками, домино. Забавы проверят и эрудицию ребят, и сообразительность. Елизавета Григорьева отдыхает в предшкольном лагере не в первый раз. Интересуется шахматами и шашками. Играть научилась еще на дополнительных занятиях во время учебного года. У меня есть шанс, чтобы немного потренироваться и научиться лучше играть. Честно, я всегда выигрываю. Учат ребят в лагере и как вести себя на дороге. Чтобы правила запомнились быстрее, занятия тут же проверяют в игре. На импровизированной зоне ПДД вожатые учат различать проезжую часть, тротуар или зебру. План мероприятий в лагере всегда составляют заранее. Готовят реквизит и сценарий. Потом у нас будет конкурс чтецов. У них будет квест и будет поиск вожатого. Мы спрячемся, дадим им подсказки, и они будут нас искать. На площадке дети по 6 часов в день. На досуг воспитанников уходит по 3-4 часа. Особенно популярны у ребят музыкальные и подвижные игры. Находят время и для творчества. Научат в лагере создавать картины из живых цветов. Причем собрать материал для такой композиции можно на обычной прогулке. Здесь и шишки, и иван-чай, и листья смородины. И увлечены процессом все – и мальчики, и девочки. Под рукой лишь ножницы, бумага и клей. Как расположить листья или цветы на картине, ребята решают сами. Воспитатели и вожатые помогают лишь советом. В творческой обстановке, в спорах дети придумывают и название композиции. Нравится мне, потому что это все ярко выглядит, очень красиво и весело собирать с друзьями. А еще ребята ходили на экскурсию в местную пожарную часть, посещали бассейн и дворец культуры. За 3 смены в этом году в 2 предшкольных лагерях Айхала отдохнули 320 ребят в возрасте от 6 до 13 лет. Путевка за смену, а это 21 день, обошлась родителям в 3000 рублей. Оксана Мезенцева, Денис Хазов, телеканал «Алмазный край». Нынешнее лето для многих якутян, конечно, стало испытанием. Бушующие в лесах пожары не могут не волновать всех жителей республики. Только проявив сплоченность и взаимовыручку, мы, я думаю, сможем побороть то самое стихийное бедствие. Уже 2-й месяц общественный добровольческий штаб набирает тех, кто по велению сердца хотят и идут на те самые пожары и помогают всем. Также есть пожертвования, которые собираются от предприятий, от просто простых людей. Что сейчас необходимо нашим добровольцам и как мы, простые жители нашей республики, можем оказать свою помощь, поговорим об этом с нашим гостем. Знакомьтесь, Дмитрий Куприянов, сопредседатель общественного добровольческого штаба Республики Саха-Якутия по борьбе с лесными пожарами. Дмитрий, доброе утро. Доброе утро. Судя по вашему инстаграму, сегодня количество подписчиков растет в геометрической прогрессии, да? То есть мы можем утверждать, что добровольцев Якутии становится больше с каждым днем? Да, очень много добровольцев к нам сейчас поступает. Буквально каждый день мы отправляем очень много людей. И по 50-80 человек в день у нас отправление в различные районы происходит.
Мгм. Скажи, пожалуйста, можно ли срок самим определять, насколько ты хочешь туда поехать, или все-таки это решает штаб? На самом деле сейчас мы стараемся отправлять людей на 5-7 дней, и очень многие приходят к нам, говорят, что хотим выехать на выходные, но, к сожалению, это не самый результативный срок, это 3 дня, поэтому мы пытаемся отправлять людей именно на недельный срок или же хотя бы минимум на 5 дней. Мгм. Могут ли добровольцы выбирать место вот именно своей локации, или это также определяете вы? Ну, на данный момент мы стараемся давать людям приоритет именно в направлении, куда они хотят ехать. Хотя, учитывая, конечно, сложную ситуацию непосредственно в районах, в некоторых случаях мы вынуждены отправлять людей именно в те районы, где помощь добровольцев в первую очередь необходима и важна. Ну, к чему нужно быть готовым тем самым добровольцам, кто хотят все-таки поучаствовать в тушении пожаров? Прежде всего, это, конечно же, тяжелый физический труд, потому что людям приходится физически работать денно и ночно, они сменяются там посменно. Я сам лично участвовал в тушении пожаров и прекрасно понимаю, что те, кто едут туда, они должны быть готовы к большой работе. Это и суточные дежурства, это и окарауливание, пускание встречных палов, это окарауливание, это разведка местности. Поэтому очень много работы ждет наших добровольцев на местах тушения пожаров. Что должны при себе иметь те самые добровольцы, или вы снабжаете всем? Мы стараемся снабжать наших добровольцев всем необходимым. Это одежда, это продукты питания, это инструменты. Хотя, конечно же, мы призываем всех наших добровольцев по возможности иметь при себе спецодежду, хорошую обувь, средства личной гигиены, инструменты по возможности. Хотя, конечно же, мы в первую очередь пытаемся их этим обеспечить. Ну, то есть, если у меня нет вообще практически ничего, то главное, чтобы было желание, а в остальном вы поможете, да? Да, конечно, мы стараемся этим обеспечивать. Тогда хорошо, вопрос. Чего не хватает сейчас в штабе? В чем острая необходимость? Остро все-таки у нас есть нужда именно в средствах связи, потому что на местах тушения пожаров это большие расстояния, и рации, GPS-навигаторы, иногда даже одежда, обувь, это все остро необходимо стоит перед всеми нами. А как ты сам пришел в добровольцы, и именно лесные пожары тебя на это сподвигли, или ты уже давно занимаешься, возможно, каким-то волонтерским движением? Добровольчеством и волонтерской деятельностью я занимаюсь на самом деле достаточно давно. Я являюсь организатором очень многих наших общественных мероприятий, но тема лесных пожаров и тема вообще пожаров, она достаточно остро стоит для меня, поэтому я не мог оставаться в стороне, и когда ситуация в нашей республике стала достаточно крайней, я не мог оставаться в стороне, взял отпуск у себя на работе и пришел, конечно же, в этот общественный добровольческий штаб и начал работать. Очень много сегодня помогают торговые предприятия, да, предприятия малого бизнеса. Но как же помогают крупные предприятия? Крупные предприятия, к счастью, не остались в стороне. Сейчас Алмаза, Анабар, например, компания Алроса и иные недропользователи и крупные компании, они перечисляют финансовую помощь, присылают нам вещи, продовольствие. И сейчас очень много продуктов отправили для нас, да и даже сейчас, вот прямо сейчас идет работа по приему и учету всех этих самых продуктов и распределению этих продуктов питания для наших добровольцев, чтобы они не имели нужды именно в определенных классификациях этих продуктов. Дмитрий, на сегодняшний день мы все-таки нуждаемся в денежных средствах, или их, в принципе, достаточно для того, чтобы обеспечить наших добровольцев? Лишние деньги никогда не бывают лишними, как вы знаете. То есть мы так или иначе производим ежедневный закуп как продуктов, так и вещей, средств связи. У нас спутниковые телефоны очень дорогие средства связи в виде рации, и поэтому никогда не бывает лишним именно обеспечить всем возможным наших добровольцев. Но мы действительно благодарны всем, кто помогает и финансово, да, и кто отправляется на лесные пожары. А как простые граждане могут внести свою лепту в борьбу с этой огненной стихией? И вообще,
может быть, на своей памяти вспомнишь какую-нибудь такую очень трогательную историю, когда, ну, возможно, может, бабушка принесла там 100 рублей или как-то вот такие бывают моменты? С момента начала нашей акции, именно сбора средств и сбора помощи, конечно, очень много людей прошло мимо нас. То есть я вот 4-ю неделю работаю в штабе, сам даже выезжал на места. Очень много таких трогательных и очень интересных моментов происходило. Бабушки приносят по 100 рублей, по 50 рублей. Они иногда приводят наличными вот, приносят к нам в штаб, иногда перечисляют. И, конечно же, есть такие моменты, когда затрагивает сердца. У нас также есть из лица добровольцев ребята, которые вот по 8, по 9 раз выезжают на места тушения пожаров, и они только вот приехали, вот мы только их встретили, и уже вот говорят, вот завтра отправление у вас, я слышал, давайте мы поедем. Вот, и заново, да? Да, заново. И для ребят это тоже такой некоторый стимул, поэтому таких случаев очень много, о которых хочется говорить, и если бы была возможность, я бы целыми часами рассказывал именно о тех ребятах, которые работают непосредственно на местах. Сами-то мы, конечно, в штабе работаем тоже суточно, посуточно, но на что-то он несоизмеримо, конечно же, мал по сравнению с теми, кто может у нас, кто работает непосредственно на местах тушения пожаров. Дмитрий, но у тебя есть уникальная возможность сегодня в прямом эфире нашей утренней программы обратиться к нашим телезрителям. Напомни, пожалуйста, где находится ваш штаб, как и куда мы можем оказать свою помощь. Дорогие граждане, жители нашей республики, мы призываем всех вас активно внести свой вклад в этой акции. Мы сейчас находимся в спорткомплексе 50 лет Победы на Орджоникидзе 28, и поэтому кто может помочь, вы можете принести свои личные вещи, гуманитарную помощь для погорельцев, вы можете принести продукты питания, вы можете записаться сами добровольцем и поехать на места тушения пожаров. У нас сейчас выстроена такая система, что работа идет круглосуточно, и если у вас есть возможность помочь всем нам, всем жителям республики в тушении пожаров, мы вас приветливо ждем в спорткомплексе 50 лет Победы на Орджоникидзе 28. Спасибо, Дмитрий. Мы не можем тебя больше задерживать, потому что мы знаем, что работа тебя ждет. И, конечно, вся республика ждет именно результативного решения от нашего оперативного штаба. Спасибо вам за ваш героизм, за отвагу. И, конечно, пожелаем вам хорошего, удачного дня. Спасибо большое. Ну, конечно, от пожаров и дыма страдают не только люди, страдают и животные, и птицы. Изменение климата, происходящее, к сожалению, в последнее время очень часто влияет на братьев наших меньших. Ну и, конечно, миссия людей в этот момент хотя бы как-то помочь животным, птицам, возможно, уберечь их. Вот подобная история произошла у нас совсем недавно на Ладожском озере. 5 кольчатых нерп выпустили на волю после реабилитации в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе водоканала Санкт-Петербурга. На опубликованных кадрах сотрудники фонда «Друзей Балтийской нерпы» выпускают животных в Ладожское озеро. Замечательное событие, люди реально помогают. И да, я думаю, что это, знаете, такая очень добрая и позитивная новость с этого утра. Ну, сегодня был день... Нерпят нашли в истощенном состоянии весной. По версии специалистов, животные могли получить повреждения из-за шторма в Финском заливе и Ладожском озере. Честно говоря, мы не ожидали сезона такого напряженного, потому что зима была в целом хорошая. Лед на Финском заливе и на Ладожском озере позволил спокойно выкормить большинству самок, но что-то пошло не так в самом начале лета. И, видимо, из-за достаточно больших штормов, которые были на Финском заливе и на Ладожском озере, такое большое количество пациентов у нас. Но и все малыши, которые были, они все с какими-либо травмами, повреждениями, глистной инвазией или вшами, тюленями. Поэтому, да, в этом году такой медицинский сезон очередной. По словам основателя фонда «Друзей Балтийской нерпы» Вячеслава Алексеева, сейчас все животные чувствуют себя хорошо. Специалист отметил, что их текущее физическое состояние – результат качественной работы сотрудников организации. Как всегда, у нас сожаление, потому что это чудесные ребята, каждое животное – это индивидуальность, они все запомнились, у каждого свои какие-то
такие особенности, очень интересные, забавные. Вот, и мы, конечно, их запоминаем и знаем, что больше мы их никогда не увидим. И от этого испытываем сожаление. Ну, в-третьих, это, конечно, чувство облегчения, что нам удалось их довести до финала. Дальше все зависит от них. Мы им создали отличное, в общем-то, физическое состояние. Мы выполнили работу их мам хорошо, вырастили их до такого состояния, в котором они уже сами могут свои программы природные выполнять спокойно. Сегодня день встречи рассвета. И мы, конечно, все тесно взаимосвязаны с природой и с циклами Солнца. И очень важно вставать рано и встречать рассвет. Ведь именно благодаря этой процедуре можно зарядиться энергией на весь день. Ну а какими датами и событиями еще знаменателен этот день, узнаем сейчас. На календаре 12 августа сегодня отмечают День виниловой пластинки, День персонального компьютера, День встречи рассвета, Международный день молодежи. День военно-воздушных сил – профессиональный праздник пилотов воздушного флота и работников авиационной инфраструктуры отмечают сегодня. В торжестве принимают участие военные и гражданские летчики, ветераны, авиадиспетчеры, конструкторы, инженеры-механики, а также все сотрудники авиационной индустрии. В этот день традиционно проходят праздничные марши и показательные выступления. Отличившимся служащим вручают награды и объявляют благодарности. Также в этот день чтут память погибших героев авиации и возлагают цветы к монументам. По народному календарю в эту дату почитают память святых апостолов от 70 – Силуана и Силоса. На Руси апостолу Силе приписывают могучесть и ловкость. Во время полевых работ крестьяне просили у него помощи и сил для сбора урожая. В народе верили, что святой передает свой дар через травы и коренья. Особой мощью наделяли лопух. В этот день срезают осину, из которой делают банные веники. Порывистый ветер – предвестник тихой погоды. События в этот день. В Москве освящен Успенский собор, возведенный по образу Успенского собора XII века во Владимире. В 1851 году в США запатентована швейная машинка. В Москве открылся Центральный парк культуры и отдыха имени Горького. В этот день началась продажа персональных компьютеров IBM PC с операционной системой DOS 1.0. В этот день родились Витус Беринг – русский мореплаватель, офицер российского флота, полярный исследователь. Эрвин Шрёдингер – австрийский физико-теоретик, разработчик квантовой механики, Нобелевский лауреат. В 1904 году родился Алексей Романов – российский цесаревич и великий князь. Николай Калинин – советский дирижер, композитор, профессор, народный артист РСФСР. Именины в этот день отмечают Ян, Павел, Максим, Лука, Иван, Герман, Валентин, Анатолий, Люция, Ангелина. Телезрители, мы не устаем напоминать вам о том, что осталось всего 4 дня до окончания голосования на право присвоения городу Алдан звания «Город трудовой доблести». Мы на протяжении последней недели призываем наших телезрителей голосовать. На сегодняшний день на сайте трудовойалдан.ру проголосовало более 38 тысяч человек. Больше всех, конечно, голосуют сами алданцы. Далее также хорошо голосуют северные районы – Оленёкский, Нижнеколымский, Анабарский, Устьянский. Хорошо поддерживают этот проект жители Сунтарского и Усмайского улусов. Остальных мы тоже просим активизироваться в эти оставшиеся 4 дня. Ведь нам необходимо набрать в общей сумме 200 тысяч голосов. Давайте и тут проявим нашу сплоченность и патриотизм. Заходите на сайт трудовойалдан.ру и отдайте свой голос за наш город Алдан. Ну а мы продолжаем наш экскурс по Жатаю. Вчера мы узнали об истории создания замечательного поселка, от его истории из маленького отделения Мархинского совхоза до муниципального образования городской округ Жатай. Ну а сегодня мы посетим с вами знаменитый Жатайский техникум, в котором готовят специалистов по разным областям, востребованных на рынке труда и по всей республике. Я бы в сварщике пошел.
пусть меня научат. Но не только сварщики, а еще множество других полезных и востребованных на рынке труда профессий. Всеми ими можно овладеть в стенах этого замечательного Жатайского техникума. В прошлом году Жатайский техникум отметил свой 65-й день рождения. Ежегодно в техникуме проходит обучение около 1000 студентов. Здесь обучается как молодежь из самого Жатая, так и студенты из Якутска, Мархи, Тулагина, Кангаласов и других районов и улусов Якутии. Конечно же, большинство профессий, которым здесь обучают, связаны с речным флотом. Ведь Жатай традиционно считается поселением речников. И за время его существования здесь сложилось множество династий речников. В течение многих лет мы уже готовим специалистов для речного флота. Это на базе 9 классов судовождения, квалификация техник-судоводитель, эксплуатация внутренних водных путей, квалификация техник, эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики, квалификация техник-электромеханик. Также по топ-50 приоритетных кадров для Республики Саха-Якутия также готовим на базе 9 классов сварщик, ручной частично механизированной сварки на плавке, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Также на платной основе у нас есть сестринское дело и повар-кондитер. На базе среднего общего образования также мы набираем по сестринскому делу, также на платной основе. Сейчас на территории Жатая активно ведется строительство высокотехнологичной судоверфи. И, конечно же, с вводом ее в эксплуатацию потребуется большое количество специалистов. В этом году в Жатайском техникуме объявлен набор студентов по новым специальностям, и их выпуск совпадает с датами окончания строительства и ввода верфи в эксплуатацию. Так что студенты сразу из учебных аудиторий отправятся на производство. Для высокотехнологичной Жатайской судоверфи на базе основного общего образования, на базе 9 классов, мы готовим такие профессии, как судостроитель, судоремонтник металлических судов, мехатроника и мобильная робототехника и судостроение. А также на базе среднего общего образования, это 11 классов, докер-механизатор комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах. У выпускников техникума, как правило, нет проблем с трудоустройством. Профессии, которые они осваивают, востребованы не только в Жатае и Якутске, но и по всей республике и за ее пределами. Наш техникум обеспечивает рынок труда высококвалифицированными рабочими и специалистами. В техникуме созданы все условия для подготовки высококвалифицированных специалистов. На базе техникума проводятся региональные этапы чемпионата WorldSkills по компетенциям сварочное дело и поварское дело. По национальному проекту образования в рамках модернизации материально-технической базы по стандартам ВСР в этом году, в новом учебном году, мы открываем новые лаборатории и мастерские, мехатроника, мобильная робототехника, сборка корпусов металлических судов и обслуживание и ремонт релейной защиты и автоматики. Одним словом, Жатайский техникум – это кузница кадров, которая из года в год снабжает республику специалистами для разных областей экономики. А сейчас мы передаем слово нашему новостному обозревателю Надежде Саханской. Доброе утро, Якутия! Вашему вниманию последние события к этому часу. Согласно постановлению Роспотребнадзора, с 16 августа в учреждениях и организациях республики начнутся проверки сотрудников, которые должны обязательно получить прививку. План по вакцинации населения Якутии выполнен почти на 70%. В целом, по темпам вакцинации наша республика занимает 13-е место по стране. Об этом сообщила замруководителя оперативного штаба Ольга Балабкина. При проверках особое внимание уделят районам, в которых темпы получения вакцины ниже среднереспубликанских показателей. Это Верхневилюйский, Намский, Нерюнгринский, Татинский и Чурапчинский районы. Минпромгеологии республики прорабатывает предложение по открытию собственного производства медицинского кислорода для больных COVID-19 в регионе. Пандемия коронавируса показала, насколько важно реагировать на запросы общества, в особенности касающихся необходимых лечебных средств. Есть предприятия, которые готовы оказать поддержку в борьбе с COVID-19. Сейчас ведется активное взаимодействие с Минпромторгом РФ по потребности в кислороде в республике, в том числе по вопросам производства медицинского кислорода, комментирует министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко.
В Нерюнгри на открытой площадке стадиона «Горняк» огнеборцы показали свои навыки, скорость и ловкость в соревнованиях по пожарно-спасательному спорту. В них приняли участие команды из всех подразделений Нерюнгринского пожарно-спасательного гарнизона, за исключением государственной противопожарной службы, так как ее бойцы в данный момент работают на тушении крупных пожаров в республике. Соревнования этого сезона вобрали в себя элементы работы пожарных и профмастерства, подъемы по штурмовой и выдвижной пожарных лестницах, подъемы по штурмовой башне и боевое развертывание от автоцистерн. По итогам соревнований в командном зачете победила вторая пожарно-спасательная часть по охране поселка Беркакит. Эти соревнования предназначены для того, чтобы повысить мастерство, повысить навыки работы с пожаротехническим вооружением, работу сплоченности коллективов, с тем, чтобы в реальных событиях мы могли быть спокойны за личный состав, который выполняет боевую задачу по тушению пожаров и спасанию людей. К этому часу все. Хорошего дня. Конечно, тема лесных пожаров в Якутии беспокоит всех жителей нашей республики. Работают многие добровольческие отряды, переживают люди, сидящие у экранов наших телевизоров, потому что все следят за новостными сводками. И, конечно, мы все переживаем и мы надеемся на то, что совсем скоро мы все-таки сможем увидеть голубое небо над нашей республикой. Помощь поступает с разных регионов всей нашей страны. Так, например, графический дизайнер Дарья Молодых, который проживает в городе Красноярск, они, кстати, тоже страдают от дыма из-за пожаров в Якутии, придумала и нарисовала открытки с надписью «Воздух». Вырученные от продажи средства она перечисляет на счет добровольческого штаба Якутии. О том, как родилась у нее эта идея и как поддержали инициативу жителей Красноярска, она накануне рассказала нашему корреспонденту Александру Хавренко. Дарья, здравствуйте. Во-первых, позвольте выразить вам благодарность за ваше неравнодушие и за ту помощь, которую вы оказываете в борьбе с пожарами. Как вам пришла идея с этими открытками? Спасибо вам. Идея открыток пришла от того, что вообще в Красноярске у нас тоже всегда проблема с воздухом. Практически всегда мы живем в режиме черного неба. И пожары, которые летом происходят, конечно, только добавляют ужаса ситуации с воздухом. Но, наверное, последней каплей стал поведение в соцсетях, так сказать, спортсмена Ягудина, который побывал в Красноярске и отрицал, что у нас смог, что у нас гарь, что воздух видно. И многих красноярцев это очень возмутило. И я, почитав его пост, почитав комментарии под его постом, где он отрицает проблему, я поняла, что никто нам не будет с этим помогать, вообще никто. Потому что проблемы как таковой как будто и нет. Никто даже, может быть, и не знает о том, в каком по-настоящему, в какой атмосфере мы живем. И поэтому я решила, что хоть что-то я могу сделать сама. Это очень маленький вклад, но я решила нарисовать эти открытки, чтобы, во-первых, проинформировать людей, чтобы они знали, что как можно помочь Якутии, как можно помочь тем, кто борется с пожаром, и, собственно, как-то помочь вам. Дарья, давайте покажем зрителям эти открытки. Так, вот у меня открытки. Так, видно? Да, вот открытка с надписью «Воздух». Почему воздух? Вы продаете воздух? Как-то странно, да, что в нашей действительности воздух стал, правда, ценностью, которую можно уже покупать и продавать, за которую надо бороться. Казалось бы, нет ничего естественнее, чем воздух, но его-то как раз мы лишены практически во всей Сибири. Сейчас нет этого воздуха. И да, захотелось немножко добавить свежести в нашу атмосферу. Да, захотелось как-то написать что-то, как, знаете, может быть, какая-то позитивная аффирмация, что ли, что давайте у нас будет чистый воздух. Дарья, чтобы не быть голословными, какая сейчас ситуация в Красноярске? Если есть возможность, может быть, вы покажете нашим зрителям вид из окна, что у вас там происходит? Давайте попробую показать. Так, сейчас. А заодно, пока вы идете к окну, расскажите, как вы справляетесь с дымом, со всем вот этим смогом? Так, не знаю, насколько видно.
Видно хорошо, да. Видно, что... То есть это, конечно, похоже на пасмурную погоду, но на самом деле мы не знаем, какая там погода по-настоящему, потому что не видно неба, не видно пролетающих самолетов, которые садятся. Так, вот я, наверное, верну уже. Как красноярцы отреагировали на ваш призыв помочь якутянам? И кто вообще вот из тех, кто перечислил деньги, может быть, знаете, откуда эти люди, географически хотя бы? Да, я могу сказать, больше всего из Красноярска, потому что это мои подписчики в Инстаграме, их у меня не супер много, поэтому, конечно, может быть, это не какая-то огромная акция, но люди очень отзывчивые, я очень рада, какие все добрые, как переживают за вот соседний регион. То есть большая часть из Красноярска, но есть и мои друзья из Москвы, из Казани, из Петербурга. Так что, ну, на самом деле, вся Россия с вами, все очень переживаем, очень хотим, чтобы скорее все уже наладилось. Вы вот в своем посте в Инстаграм отметили аккаунт добровольцев Якутии. Они на вас уже выходили с какими-то словами благодарности или с какими-то вопросами, предложениями? Еще нет, я даже не видела, чтобы они прочитали мои сообщения, ну, вот эти отметки, сторис, которые я делала. Ну, я просто подозреваю, что они очень заняты, потому что я читаю и смотрю их истории, читаю их посты, постоянно какой-то сбор волонтеров, кто-то куда-то срочно должен выезжать. Ну, наверное, им не до меня, и это нормально. Но мы обязательно дадим плашечку с ссылкой на ваш Инстаграм у себя в передаче, чтобы люди тоже могли зайти, подписаться, поучаствовать в акции. Кстати, как долго вы собираетесь эту акцию проводить и как много этих открыток вы собираетесь изготовить? Пока будут желающие помогать, я в деле. Я только за, чтобы эта акция продолжалась, пока есть в этом какая-то необходимость. И я планирую напоминать об этом у себя в аккаунте, чтобы даже если у нас, например, в Красноярске ситуация, вот, например, пройдут дожди и этот смог осядет на землю, ну, по прогнозу погоды в Якутии дождей не предвидится, я так понимаю, и пожары скоро не потухнут. Поэтому я думаю, что это должно продолжаться какое-то время, ну, пока в этом есть нужда. Дарья, как давно вы занимаетесь графическим дизайном? Расскажите немножко о себе, давайте познакомимся поближе для наших зрителей. Графическим дизайном я на самом деле занимаюсь совсем недавно. Я практически вот только что получила диплом о дополнительном образовании. Но ну, если графический дизайнер я совсем недавно, то художник я с детства. Я с детства что-то рисую, оформляю, пишу. То есть на лекционных тетрадках в универе я по образованию филолог, на лекционных тетрадках у меня там картинки на полях, то есть вот, всегда я что-то рисовала и просто вот решила наконец-то уже свою страсть к рисованию как-то зафиксировать в графическом дизайне. А что вас вдохновляет на творчество? Ну, сейчас, понятно, пожары, а вот до этого... Знаете, очень вдохновляет литература. Очень много у меня проектов связано с литературой, с стихами. Например, мы с моим приятелем выпускаем уже целый ряд открыток связанных с литературой и историей тоже. Вот, там такая южно-колониальная тема. Очень долго я работала над иллюстрацией к сборникам стихов красноярского поэта. Вот, то есть очень у меня связано все с литературой, это тоже моя вторая любовь, вот, которая со мной всегда. Вот. Ну, вернемся все-таки к теме пожаров. Как вы думаете, на ваш взгляд, как должна решаться эта проблема в Якутии, в целом по Сибири с лесными пожарами, и что должна делать общественность? Зависит ли вообще что-то от общественности в этом вопросе? Всегда что-то зависит от общественности. Даже все зависит от общественности. Я не знаю, может быть, я такой немного романтик и идеалист, но мне всегда кажется, что один человек — это больше, чем целое. И один человек способен, возможно, даже на большее, чем какая-то большая система или группа людей. Каждый может делать что-то. Я вот, в частности, своим проектом с открытками решила как-то доказать, заявить об этой идее, да, что один человек может сделать что-то.
Большое спасибо, Дарья, вам за эту беседу, за ваши открытки, за вашу акцию. Надеюсь, что в скором времени все это закончится, и мы сможем дышать настоящим воздухом, и мы, и вы. Спасибо большое. Спасибо вам, удачи вам и сил, очень много сил. Я с вами болею за вас и все мои друзья, близкие тоже. Спасибо, всего доброго. Спасибо большое, Дарье, и мы искренне благодарим всех жителей города Красноярск за оказанную помощь. И действительно, не зря говорят, доброта спасет мир. И на примере вот такой неравнодушной девушки, как Дарья, которая меняет действительно мир и нас, мне кажется, можно действительно быть уверены, что именно благодаря доброте и человеческой силе духа мы обязательно справимся с лесными пожарами в Якутии. Ну а в рубрике «Пусть мама придет» мы каждый четверг рассказываем о судьбе детей, которые по воле судьбы оказались в детских домах. И, конечно, им не хватает любви, им не хватает заботы и опеки родителей. Сегодня мы расскажем еще об одном мальчике, 14-летнем Захаре. Познакомьтесь с Захаром. Меня зовут Захар, мне 13 лет. Я учусь в 6 классе, учусь хорошо. Сейчас я люблю играть в волейбол, я хожу на кружок. И я люблю очень спорт, поэтому я читаю энциклопедию про спорт. Я бы хотела учиться на тренера. Работать я хотела бы тоже тренером. По какому виду спорта? По волейболу. В свои 13 лет я имею очень много грамот. Вот. Диплом второй степени награждается победитель всероссийского конкурса «Надежда России». По характеру очень такой общительный, достаточно скромный, стеснительный, умеет как бы и поддержать контакты и со взрослыми, и с маленькими детьми. Захар любит заниматься в медиацентре. Захар, мы с тобой участвовали в международной олимпиаде. Давай посмотрим, вот вчера пришли результаты. Давай посмотрим, какие ты результаты достиг. Вот я уже вижу, если красным, это значит ошибка. Прокручивай, что дальше. По каким темам мы с тобой еще давай посмотрим. Вот видишь, вот где красная, да, ваш ответ. Разносторонний и любознательный, Захар в полной мере сможет реализовать свои способности в семье. А мы продолжаем «Утро Якутии». Райан Рейнольдс, главный герой видеоигры, продолжение хоррора «Не дыши» и рок-оперы «Аннет» с Амамом Драйвером и Марион Котияр в главных ролях. Такие новинки ждут нас на этой неделе. Подробнее о них расскажем в нашей афише. Ты кто? Мы недавно с вами на улице столкнулись. Как ты нашел меня? Я ждал вас рядом с поездом-убийцей. Сотрудника крупного банка, которого все зовут просто парень, все идет по накатанной, пока однажды он не выясняет, что окружающий его мир — это часть огромной видеоигры, а сам он в ней всего лишь второстепенный персонаж. Благодаря программе, разработанной программистами Милли и Кис, парень осознает, что его мир — это видеоигра, и предпринимает шаги, чтобы сделать себя героем, создавая гонку со временем, чтобы спасти игру до того, как разработчики смогут ее закрыть. Спасибо, осторожно! Хорошие были ребята. Убито. Пистолет у меня. Прости, я исправлюсь, обещаю. Продолжение хоррора 2016 года. После событий первого фильма слепой ветеран войны в Персидском заливе Норман Нордстром скрывается несколько лет в отдаленной хижине, где воспитывает девочку, осиротевшую после пожара. Их спокойная жизнь закончилась, когда группа преступников похитила девочку. Норман вынужден покинуть свой дом, чтобы спасти ее. Однако похитители не просто так выбрали Нормана своей жертвой. Они знают о слепом ветеране что-то, что тот предпочел бы забыть и похоронить подальше от людских глаз. Я знаю, кто он такой. Сейчас ты увидишь все, что вижу я. Итак, начнем. Влюбился.
Также на этой неделе на большие экраны выходит мюзикл, или лучше сказать рок-опера «Аннет». Действие развернется в Лос-Анджелесе. По сюжету Генри работает стендап-комиком, довольно грубым и прямолинейным стендап-комиком. А его супруга Энн – оперная певица с соответствующими манерами и кругом общения. Они представляют собой идеальную пару, привыкших сверкать в свете софитов и вести гламурный образ жизни. Но все меняется после рождения их первенца, таинственной девочки Аннет, которой уготовлена необычная судьба. Святое у тебя есть? Дорогие телезрители, на этом время нашего утреннего эфира подходит к концу. Мы не прощаемся с вами, мы увидимся с вами в это же время на телеканале Якутия-24 и НВК Саха. Завтра пятница, и эту пятницу, конечно, с вами проведу также я. Но сегодня мы постарались наполнить наш эфир историями о людях, которые действительно в тяжелое для нас время доказывают и показывают, что добро существует. И мы, конечно, сегодня в эти дни восхищаемся работой наших добровольцев. И, конечно, мы переживаем. Берегите себя, держитесь, крепитесь. Вся республика с вами. Ну и, конечно, напоминаем вам о том, что если вдруг вы пропустили этот эфир или хотите просмотреть его заново, вы можете это сделать легко, ведь все эфиры выкладываются на наш YouTube-канал. Также напоминаем вам о том, что если вы хотите стать героем нашего эфира, либо, возможно, среди ваших друзей есть такие герои нашего времени, или у вас позитивные эмоции, вы можете отправить свои предложения на наш WhatsApp номер. Номер телефона вы видите прямо сейчас на экране: 8 914 2 73 44 88. А также у нас активно работает Инстаграм-страница. Отправляйте свои предложения, свои эмоции, свои вопросы, и мы обязательно постараемся помочь вам. Самое главное, мы хотим сегодня пожелать, конечно же, всем здоровья, сил, терпения. И давайте все-таки все немножечко, хотя бы мысленно поможем нашей дорогой республике. Увидимся с вами завтра. Благодаря акционерной компании «Алроса» впервые в городе Якутске чемпионаты первенства по кикбоксингу в разделе К1.
Генеральным спонсором является акционерная компания «Алроса». От имени Федерации кикбоксинга Республики Саха-Якутия благодарим